Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях. Сегодня мы поговорим об предвыборной ситуации, о том, что ожидать от выборов 28 сентября, которые, вы знаете, пройдут в парламент страны. Ситуация складывается неоднозначная, потому что, в общем-то, вместо программ, которые ожидают, наверное, многие жители страны, которые имеют право голосовать, политические партии вновь делят граждан Молдовы по геополитическому принципу, потому что часть конкурентов на выборах агитируют за европейскую интеграцию, часть настроены пророссийски, относятся по-разному к вопросам европейской интеграции. Но, в общем-то, по сути, мы не имеем конкуренцию программ, а имеем конкуренцию геополитических вызовов, которые делают те или иные конкуренты. Об этом и другом мы сегодня поговорим с доктором истории, экспертом сообщества Watchdog Стефаном Миджан. Здравствуйте, Стефан, рад вас видеть у нас в студии. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение, очень рад всегда вернуться в Камрате, место, где я жил и работал 6 лет, поэтому спасибо большое. И, конечно, мой первый вопрос будет по Гагаузии, потому что вы, во всяком случае, большую часть своей научной деятельности посвятили, в том числе и Гагаузии. Ну, об этом мы поговорим чуть позже, потому что, конечно, сперва хотелось бы услышать вашу оценку на те политические события, которые происходят в автономии. Я знаю, что вы активно наблюдаете за ними, и в том числе, что нам ждать от предстоящих выборов в парламент страны. И, конечно, мой первый вопрос о текущей политической ситуации в Гагаузии, потому что мы много говорим об этом в своих программах, пишем в своих материалах, но 2 года назад Гагаузия оказалась в ситуации, когда выборы выиграла Евгения Гуцул, которую никто не знал. Она продвигалась партией ШОР, на тот момент партия не была еще запрещена Конституционным судом. Чуть позже Конституционный суд, все мы знаем, принял решение и запретил партию. Чуть больше месяца назад Евгения Гуцул получила приговор судебной инстанции. Сейчас, насколько я понимаю, этот приговор обжалован в апелляционной палате, и первые слушания назначены на 8 октября. Но все эти 2 года Гагаузия была эпицентром того противостояния Камрата и Кишинева. На ваш взгляд, насколько интересы Шора и лично Илона Шора сказываются на всей ситуации, которая сегодня сложилась в автономии? Ну, давайте посмотрим, что случилось за эти 2 года. У нас, получается, есть такой, не знаю, политик, бизнесмен, вор, директор ОПГ, я не знаю даже, как его представить, Илон Шор, который хотел воевать с Кишиневым. Ну, в целом с правительством ПАС, потому что у нас 4 года было правительство моноколорное, такая правительство партия ПАС. Поэтому он решил выиграть выборы в Гагаузии, чтобы использовать Гагаузию как вот такой меч против Кишинева. Почему Гагаузия, почему, например, не получилось ему с Саргеем, например, или с Тараклием? Мы знаем, что и там Шор когда-то взял всю власть и в Аргейском районе, и в Тараклийском. Почему Гагаузия особенная? Потому что у нее автономный статус. Получается, Башкан Гагаузии это и член правительства. Ну, это было до Евгения Гуцул, потому что мы сейчас знаем, что уже 2 года Башкан Гагаузии не является членом правительства. Я думаю, что и уверен, что если будет новый Башкан, мы будем вернуться в этот конституционный режим, и Башкан будет опять член правительства. И вот он выиграл эти выборы в Гагаузии. Ну, хорошо, это понятно, что он использовал и те настроения, которые в Гагаузии, в том, что гагаузы, ну, как бы они пророссийские, у них пророссийский настрой, они
Ну, здесь в Гагаузии любят Россию больше, чем в остальных регионах Молдовы, поэтому было и легче. И уже мы знаем, все знаем, что подкупал голоса из-за того, что ему получилось это из-за того, что гагаузы просто разочаровались в политике, в местных политиков, поэтому они просто решили, ну, хорошо, все они все равно плохие, будем голосовать за это, потому что нам платят, нам обещали там аэропорт, нам обещали, не знаю, что еще там, поднять зарплату, пенсию и все такое. И что мы видим сейчас? Мы видим, что в эти 2 года Гагаузию использовали против борьбы с Кишиневым. В Гагаузии не поступают уже европейские инвестиции или только очень мало таких инвестиций есть. В Гагаузии сократилось бюджет, Гагаузия изолирована. Раньше при Ирине Влах здесь, если не каждую неделю, то на следующую неделю приезжал кто-то за рубежом, ну, какой-то посол там, или ну, какой-то, не знаю, европейский, да, дипломат и что такое. Сейчас уже никто здесь не приезжает, Гагаузия изолирована, с Гагаузией никто не считается. И это, конечно, искажается и на жизнь обычных граждан. Это, с моей точки зрения, и искажается на политическое поле в целом в Республике Молдова. И мы все ждем выбора нового Башкана, ждем выбора в Народное собрание и надеемся, что как-то уже будут другие там депутаты, может быть, другое большинство. И по чуть-чуть Камрат и Кишинев снова будут... Не нужно им дружить, но нужно, чтобы был диалог, нужно, чтобы решали проблемы вот обычных людей. Штефан, если говорить о взаимоотношениях Кишинева и Камрата, потому что автономия отмечала недавно 30 лет со дня обретения статуса гагаузской автономии, но на протяжении этих 30 лет взаимоотношения между центром и Камратом были разные, но всегда сохранялось определенное недопонимание и напряженность. В разные, конечно, периоды напряженность была на разном градусе, сейчас это дошло до какого-то определенного момента, но все же как бы недопонимание оставалось всегда на протяжении 30 лет. На ваш взгляд, в чем основные упущения были со стороны властей Гагаузии на протяжении этих 3 десятков лет и упущения центральных властей? Потому что, почему задаю вам этот вопрос? Потому что в Европе, да, мы помним, да, как принимался закон об особом правовом статусе, и в том числе, что тогда говорилось о том, что Молдова, благодаря мирному разрешению гагаузского вопроса, в частности, стала одной из первых стран бывшего СССР, которая стала членом Совета Европы, и, в общем-то, всегда был какой-то позитивный пример, что могли решить территориальный какой-то национальный вопрос мирным путем. Потом оказалось, что примеры европейской практики автономии как будто бы и неприменимы в Гагаузии, потому что гагаузская сторона всегда говорила и проводит примеры там островов Финляндии, Тироля, где есть полномочия, где есть финансирование, и всегда сетует на то, что Кишинев все эти 30 лет ущемляет Гагаузии, в том числе урезает полномочия. Вот ваш взгляд, человека, который жил здесь и знает гагаузскую проблематику, и в том числе уже как бы находясь в Кишиневе, в чем упущение обоих сторон? Потому что в любом, мы понимаем, конфликте есть вина обоих сторон. Ну, конечно. Во-первых, Кишинев всегда просто взяли вот в Гагаузии, не смотрели, какой политик у нас получается такой, его любят Гагаузы, этот политик. Ну хорошо, мы будем с ним поговорить, будем ему дать там какие-то там, не знаю, будем коррумпировать его, да, будем дать ему какие-то там льготы, и он будет наш. Все, если он будет наш, то Гагаузия будет наш. Это было одно из случаев. Вторая, это в том, что есть проблема Гагаузии, это политическая и идентичная проблема.
И в Кишиневе решили, что если вот дали статус автономии, все, проблема решена, гагаузская проблема решена. Все, мы дали статус, все, больше нам ничего не нужно делать. Что у нас сейчас есть? Есть только 2 лицея на румынском языке. Нет у нас ни одного садика на румынском языку обучения. Большинство гагаузов даже не понимает румынский язык. Им трудно, они не интегрированы в молдавском обществе. И Кишинев, как бы всегда, оставил Гагаузию на потом. Потом. Даже вот сейчас и проевропейские партии, когда делает свою программу, делает свой календарь для агитации, постоянно думает, там в Гагаузии все равно нам голосов не выиграть, поэтому мы Гагаузию оставим, давай лучше там съедем в Яловенский район или в Аргейский, где наши люди, где проевропейский электорат, а Гагаузию оставим на потом. И вот в целых 30 лет уже тоже та же самая история, поэтому в Гагаузии проголосовали 93% против европейской интеграции. А если посмотреть, Гагаузия была один из регионов, кто получил больше денег с европейских, с Евросоюза, чем остальные регионы. В чем проблема Гагаузии? Давайте посмотрим. В 90-х годах, когда были протесты, был этот поход на юг, мы знаем все это, напряженность, которая была тогда в 90-х годах. Лидеры Гагаузии тогда сказали, что нам нужна автономия для сохранения своего языка и культуры. Да? Правильно. Кишинев, в конце решили и дали вот эту автономию. Вам кажется, что гагаузский язык сейчас знает побольше гагаузов, чем в 90-х, или меньше? Практика показывает, что меньше. И распространение его намного меньше, чем это было 30 лет назад. Намного меньше. С гагаузами получается такая вот интересная история. Я не знаю, если есть такая в других странах, что идет ассимиляция народа внутри страны, другой стране. Здесь в Гагаузии ассимиляция гагаузов российского государства, русификация гагаузов. Да? А мы живем в Молдове. Вот такая интересная схема. Поэтому те, которые говорят сейчас, что ущемляет права Гагаузии, давайте посмотрим, какие права ущемляются. Кишинев не разрешает вам открыть школу на гагаузском языку обучения. Кишинев что там делает? Не знаю, срывает, когда вы празднуете хедерлез. Нет. Напротив, я видел, что Майя Санду, когда приехала в Гагаузию, 2 года назад, она приехала в народное собрание, давайте говорим, что вам нужно, чтобы мы с Европы помогали, чтобы продвигать гагаузский язык. А там все начали, почему вы называете язык румынский, потому что он молдавский. А вам не все равно, как мы называем своего языка? У вас есть язык, есть гагаузский язык, давайте вы развивайте этот язык, открывайте, может быть, не будете открывать там школы на гагаузском языке обучения, но у вас есть закон из 2018 года. Начали хотели, гагаузский язык, чтобы расширить его. Да, расширить его в школах, чтобы физкультура, музыка и другие еще объекты, чтобы были на гагаузском языке, а уже дальше, может быть, даже начинали бы и математику, и другие предметы, чтобы были на гагаузском языке. Этот закон так и остался. Что, Кишинев не разрешает? Нет, вы сами здесь, на месте. Я видел даже, когда члены исполкома дали этот экзамен на гагаузском языке, меня рассмешило. Я не знаю гагаузский язык, но меня очень рассмешило. Там люди просто читали с бумагами и не могли читать на гагаузском языке. Я даже не говорю о том, что Евгения Гуцуль хотела поставить этого Вережану хотела зам Башкана. Да. Это проблема. Да.
Давайте вместе с Кишиневым мы будем решать эту проблему. Еще один момент. Всегда говорилось, и сейчас говорится в Гагаузии, что гагаузам нужна квота в парламенте Республики Молдова. Да, я очень часто слышу вот этот момент. А давайте посмотрим с 9-го года. Я раньше не смотрел, но вот с 9-го года. Постоянно были в парламенте 4, 5, 6 гагаузов. Постоянно. Даже сейчас. Там кто? Суходольский, Односталко, Иван Кексал, Федор Гагауз. И кто еще там? Сейчас 5 точно есть в парламенте. Я дальше, больше вам скажу. 28 сентября есть такая возможность, что будут 8 или 9 гагаузов в парламенте Республики Молдова. 8 или 9. Там, если посмотреть соцопросы, то там госпожа Баш будет точно. Скорее всего, будет Ирина, точно будет Ирина Влах, может быть, Стояноглу, там есть еще Топал, Чадарлунги. Ну, там я считал где-то 7, 8 или даже 9 депутатов. Вы думаете, что все эти депутаты во время их, когда они были в парламенте, они делали для что-то, чтобы вот ситуация в Гагаузии улучшалась? Они просто соблюдали там интересы партий или интересы другой стране и другие интересы. Поэтому нам нужно вместе, да, оставить все эти персональные обиды, сесть за стол и искать самые хорошие решения для того, чтобы гагаузы начали снова говорить на их языке. А если вы не хотите, хорошо, если вам не нужен гагаузский язык, это ваше решение. Мы не должны решать за вами. Решение Кишинева или Кишинев должен делать все возможное, чтобы гагаузы изучили румынский язык. И помогал, если вот гагаузы хотят изучить гагаузский язык, внедрять гагаузскую культуру и все самое. Штефан, Гагаузия традиционно не просто считается, но и является пророссийски настроенным регионом. На ваш взгляд, как историка, с чем это связано и почему это сложилось? Потому что если сравнивать, например, ситуацию с гагаузами, проживающими в Украине, там чуть более 80 тысяч в Одесской области, то ситуация совершенно другая, как с языком, так и отношением к России и пророссийскости. Хотя до 22 года у них где-то были какие-то пророссийские настроения, но все же взаимоотношения Киева и гагаузских населенных пунктов было иным, чем есть в Молдове между Кишиневым и Камратом. Хотя это один народ, и мы знаем исторически, как получилось, что был разделен народ, да, после Второй мировой войны, и мы понимаем и знаем, благодаря какому решению. Почему такая разная ситуация у одного и того же народа, который, по сути, территориально даже, давайте признаем, не особо и разделен, потому что у нас нет особых препятствий по пересечению границы между Украиной и Молдовой. До войны, в общем-то, еще было проще. И плюс гагаузы Украины были достаточно интегрированы с точки зрения культурного обмена, образовательного обмена с гагаузами Молдовы. Да, потому что в Украине после 2014 года там была такая сильная политика десоветизации, национальная даже политика. И поэтому там поменялись все эти взгляды. Государство сильное, она знает, что хочет от своих граждан. И внедряли все политики, которые, чтобы интегрировать гагаузы в украинское общество, чтобы гагаузы Украины считали Украину свою государство, свою родину. У нас, к сожалению, в Республике Молдова была такая, знаете, в течение 35 годов, 34, да, со дня нашего независимости, была такая некоherentная, неточная политика. Да. Либо там у нас были фронтисты, у которых был такой сильный националистический настрой и хотели там, не знаю,
гагаузов там уничтожить или что они там обещали. Потом к власти уже приехали эти аграры и все такое, бывшая коммунистическая номенклатура, и они там за русский язык, и всегда считали, что гагаузы это их союзники, потому что гагаузы обычно голосуют за пророссийские силы, за левые партии, поэтому они всегда считали гагаузов свои союзники и не хотели интегрировать их в обществе. Поэтому и получилось, что в это время многие из гагаузских политики, они они не служили Республике Молдова, а служили Российской Федерации. А автономия им дала эту возможность, чтобы шантажировать Кишинев, когда была возможность. Мы знаем, что было в 2014 году, да, потом в 2015 с референдумом, когда это был шантаж. Да. А гагаузы Украины не было это автономия, там, чтобы использовать ее против Киева. Да, против Украины. И все равно 60 тысяч гагаузов, 80 тысяч гагаузов из 40 миллионов, это получается вообще там 0, сколько там процентов, 0,1, что где-то самое. А в Республике Молдова гагаузы где-то 3,5-4%. Еще у нас была такая взаимоотношение, да, Кишинев и Камрад, на лжи и постоянно боялись и лгали друг друга. Да, не было недоверия между Кишиневым и Камрадом. Даже, не знаю, там, даже когда господин Формозал, ему было такое хорошие отношения с Филатом, там все такое, все равно отношения строились не строились на лжи и недоверии. И у нас получается, что сейчас с 23 года такая вернулись в 90-х годах, потому что вы сами сказали, что сейчас отношения между Камрадом и Кишиневым очень напряженные, вообще диалога почти нету, есть там пару депутатов, там пару примара, там у них есть диалог с Кишиневым. А так между правительством Кишинева и правительством Гагаузии нету вообще диалога. А может быть это даже к лучшему, может быть сейчас мы все понимали, что так дальше не можно, не надо, и мы будем как-то по-другому, будем строить отношения уже на прагматику и на честный диалог. Да? Нам нужно всем быть честными. Мы никуда не можем скрыть даже в нашей беседе о том, что Гагаузия имеет пророссийский настрой, и это десятилетиями складывается. Есть это свои причины, но это тема для отдельной программы. Но давайте вспомним референдум и выборы президента прошлой осенью, в 2024 году. Это было не так давно. И, в общем-то, мы должны признать о том, что партии, которые в том числе регистрировались в Центральной избирательной комиссии как сторонники европейской интеграции, в Гагаузию обходили полностью стороной. То есть сейчас вы приводили, что избирательную кампанию в парламент, что Гагаузия всегда там в конце где-то списка для встреч, то когда речь шла о том, чтобы как минимум рассказывать о тех шагах, которые предпринимает правительство в сторону европейской интеграции, в том числе о плюсах или минусах, Гагаузию обходили вообще стороной в этих процессах, и такой работы не велось вообще. То есть и сегодня населению, наверное, и неоткуда было, по сути, я имею в виду основной массе, получать информацию, допустим, о преимуществах европейской интеграции. На ваш взгляд, такая позиция центральных властей, даже в вопросах геополитического вектора страны, да, потому что, казалось бы, это очень важный элемент, потому что донести до всего молдавского общества как минимум те интересы и приоритеты, которые власть принимает как основные или стратегические для страны. Потому что
после референдума мы получили закрепление европейской интеграции в конституции страны. То есть это стратегическое направление. И в то же время мы видим, как был исключен целый регион из-за того, чтобы как минимум продвигать эту идею. А вот вы какую бы оценку дали таким моментам? Потому что мы видим, что сейчас с парламентскими выборами происходит практически та же ситуация, только сейчас мы имеем другие месседжи, да? То есть регионы используют традиционно те партии, которые здесь пытаются, как минимум получить свои бонусы от этой избирательной кампании. Я имею в виду патриотический блок, потому что эти партии традиционно играют на гагаузском электорате и чувствах. И ряд партий, которые имеют левого толка или, скажем так, пророссийские настроения, то есть они всегда в Гагаузии что-то пытаются словить. И в то же время мы здесь практически не слышим голосов партий, которые поддерживают стратегическое направление развития страны. Надеемся, есть еще 2 недели. Вы думаете, что 2 недели могут поменять резко ситуацию? Нет, не будет поменяться ситуация. Я не знаю, например, если... Я не видел вообще, чтобы господин Стояноглу, например, приехал в Гагаузию и говорил... Мне в социальных сетях я не буду уверенно говорить, но, по-моему, попадалась информация, что он имел ряд встреч в ряде населенных пунктов. Но в любом случае они тоже не так заметны, как могли бы быть. Да, и вот они, получается, проевропейская партия. Я не видел... сейчас получается, что у ПАС есть здесь представители в Гагаузии. Раньше была проблема, что партия ПАС не могли найти свой председатель партии или создать хотя бы ячейку. Сейчас вроде бы есть госпожа Акбаш, поскольку я знаю, ее здесь уважают в Гагаузии. Я ее тоже не видел, чтобы там было какие-то мероприятия, да, хотя бы поговорить с людьми, потому что в Гагаузии есть много людей, которые думают здравомысленно. Да. Может быть, проевропейский электорат это, 5-10%, но с ними тоже нужно работать, нужно расширять этот обзор. Может быть, в этом году 5%, в следующем будет 7-10% и все такое. Но, к сожалению, вы, как точно сказали, нету такого. Даже при выборе Башкана, там у нас 8 кандидатов было, и все в своих публичных заявлениях не знали, хотели убедить народа, что я люблю больше Россию. Нет, я люблю больше Россию. Да? Такой публичный дискурс был. А партия ПАС или другая проевропейская партия не было кандидата. А когда 8 людей говорят то же самое, это уже правда. Это уже укрепляется как правда. Потом есть еще этот настрой в Гагаузии, что, может быть, Гагаузия не так антиевропейский, как нам кажется. А в гагаузское общество последние вообще 3 года, после того, как началась война против Украины, вообще гагаузское общество, там постоянно сказали, что партия ПАС это вообще это злость, это абсолютное зло. Нам нужно избавиться от партии ПАС. А многие гагаузы видят ПАС как европейская интеграция. Да? Для них европейская интеграция ассоциируется с Майя Санду и ПАС. И это эту ненависть к Майя Санду и к ПАС, которая началась даже при Ирине Влах. Она в последние 2 года начала эту борьбу против Майя Санду. В 2020 году уже начала эта борьба против Майя Санду. И Майя Санду сейчас получается, что она здесь абсолютное зло для гагаузов. Но здесь много фейков. Я даже помню, что в прошлый год я работал в ТВ-8, и меня отправили здесь как корреспондент. И я был в Кангашике и спросил одного гагауза: а вы за что голосуете? Не за кого, за что? И он я голосую против НАТО. А я спросил его: а что, есть какой-то кандидат из этих, который хочет с НАТО? И он: да. А что, он не только хочет,
Сейчас в Кишиневе есть база НАТО. Я из Кишиневе только что 2 часа назад, а там нету никакого база НАТО или никакого там армия США. А вот многие гагаузы думают, что вот это самое. Это и потому, что, я не знаю, сейчас вещается российский канал или уже нет? Ну, уже были несколько попыток, мне сложно сейчас сказать эту ситуацию, но думаю, кто хочет иметь доступ, он в любом случае получает его. Да, и вот я знаю, что в Кирцове там компания господина Перрона там в блок, да, это в кабельных сетях были все там и Россия-24, все пророссийские телеканалы. Они берут информацию оттуда. И поэтому, или большинство информации оттуда берут, или с телеграмма. Поэтому вот в Гагаузии другое другое информационное пространство, люди здесь по-другому думают даже, чем, не знаю, в Кишиневе или там в Страшенях, Хинчеште и все такое. Потом нам всем нужно работать, нужно найти эти моменты, найти решения для того, чтобы интегрировать гагаузов в молдавское общество. Это самое главное. А потом уже за кого они будут голосовать, это не главное сейчас. Главное, чтобы гагаузы чувствовали себя часть Молдовы, чтобы гагаузы понимали, что они тоже будут выиграть от европейской интеграции. Гагаузия даже почувствовала больше, чем остальные регионы, что означает европейская интеграция. Вот я родом из Садык, здесь рядом. У меня в Садыке нету ни одного европейского проекта, ни одного. А в Кангашике, например, рядом, село меньше, чем Садык, там есть такой красивый парк, делан через проект Селепя там. А у них есть канализация там в Кангашке. У них освещение было еще, не знаю, даже почти 10 лет назад. У нас только 2-3 года назад поставили освещение. А в других есть там, в Капчике, например, есть там даже этот... бассейн сейчас. Депурари, стати Депурари, да, очистные. А в Садыке нету. В Садыке не чувствовали, что означает вот это пока. Не чувствует, что это европейская интеграция. А в Гагаузии уже чувствовали, потому что я не думаю, что в Гагаузии есть какой-то населенный пункт, где нет хотя бы одного проекта, который делали с европейских деньгах. Штефан, возвращаясь к избирательной кампании, да, потому что буквально через несколько недель мы будем иметь день голосования, потому что совсем мало осталось до этого дня. Как вы думаете, какие могут быть результаты выборов, по стране не будем говорить, допустим, по Гагаузии, потому что ситуация такая, какая есть, мы знаем о тех арестах, которые были последние несколько недель, и они были связаны в том числе с партией Ирины Влах, самый громкий из них. Это первое. Во-вторых, тоже у меня даже как у гражданина страны, даже человека, который настроен позитивно по вопросам европейской интеграции, возникают вопросы таких действий со стороны правоохранительных органов. Почему? Потому что мы не видим результата, да, то есть, как правило, мы видим эти маски-шоу, которые нам показывают по медиа. Достаточно вспомнить историю с разбирательством по делу Евгении Гуцул, которая длилась больше 2 лет, да, и все общество сидело в Гагаузии и ждало, чем же наконец-то закончится это. Теперь с партией Ирины Влах. Вроде нам афишируют, что есть доказательства, правоохранительные органы вскрыли схемы незаконного финансирования. Мы понимаем, что дыма без огня не бывает, потому что все люди, которые читают прессу, читали в том числе декларацию Ирины Влах, и мы видим из несоответствия доходам и расходам в том числе, мы видим, что по всей стране висит визуальная реклама ее далеко до того момента, как она вступила в политический блок. Но в то же время она сегодня продолжает участвовать в избирательной кампании. Но мы видели эти задержания и скандалы вокруг партии, которая отдельно не участвует в избирательной кампании, а является составной частью блока. И здесь даже много вопросов. Если даже снимут партию «Инема Молдова» из избирательной кампании, что произойдет с патриотическим блоком?
Тоже ли он будет ограничен в участии в выборах или ограничится тем, что просто исключат из списка Ирину Влах и из своего соглашения эту партию? Ну, я думаю, что здесь на эти вопросы вам может юрист отвечать. Я тоже вот задал эти вопросы в Кишиневе. В Кишиневе сказали одно, что несколько членов партии это не означает вся партия. Так что если арестовали там Ирину Зеленскую, там еще, она самая такая узнаваемая из всех, то это не означает, что вся партия как бы должна пострадать об этом. А вопрос, если будут исключать партию Ирина Влах, это означает, что нужно исключать блок, патриотический блок? Я думаю, что да. А как это с точки зрения юридической, я не знаю. Я думаю, что такое не будет. Потому что все-таки патриотический блок большая такая политическая сила. Мы видим по опросам, что они будут, там где-то 30% из голосов будут, скорее всего, у них будут, 35, может быть, мандатов там и все такое. Я не думаю, что будут его снять с этих выборов. Мы посмотрим. Штефан, вот если говорить об ожидаемых результатах или возможных результатах выборов, правильнее, наверное, будет. Какой может быть расклад 29 сентября, какой мы можем получить в парламент? Потому что есть очень много опросов. Некоторые даже сфальсифицированные и натянутые. Но если говорить вот примерно вашу экспертную оценку, какой может быть парламент следующий, а важнее всего, каким может быть правительство следующее, потому что вероятность того, что мы будем иметь правительство, которое создаст одна партия, сегодня практически минимальная. То есть сегодня мы практически, давайте скажем, из 100, где-то 75-80%, что мы будем иметь, парламент должен будет прийти к согласию сформировать коалиционное правительство, и здесь как бы большой вопрос, из каких партий, из каких игроков. Есть сейчас три возможности, самые обсуждаемые возможности. Это первая, что партия ПАС у партии ПАС опять будет большинство. Последний соцопрос, который сегодня уже публичный, показывает, что у партии ПАС 41% по Молдове. Если считать диаспору, там будут голосовать, естественно, большинство за ПАС, то ПАС имеет очень большая возможность, чтобы опять иметь это большинство. Второе есть, это коалиция какая-то, да, может быть ПАС с партией Рената Усатова, мы видим, что обсуждается, может быть и другие депутаты там с других партий присоединиться к ПАС и будут вместе делать коалицию. Есть третья возможность, что все остальные партии, кроме ПАСа, будут объединяться, поменять правительство и пойти на досрочные выборы, а на досрочных уже будут открывать там в Приднестровье 50 избирательных участков, чтобы голосовали там 200 тысяч. В России 30 с чем-то там будут открывать участки в Тюмени там, или где правительство Молдова просто не сможет проверить, правильно голосовали ли эти люди или не голосовали. И есть еще, это четвертая, возможность, что будет у нас пророссийское вот такое большинство. А это мы все понимаем, что это означает, что Республика Молдова будет новый Беларусь. Мы понимаем, что те повышения пенсий, повышения зарплат, которые случились в Молдове в последние 2 года, это не потому, что у нас экономика так выросла, что вот мы можем себя содержать. Да, мы можем содержать эти пенсии и зарплат. Нет, это потому, что нам Европейский Союз дает деньги. И у нас сейчас сегодня дефицит, не знаю, 16 миллиардов или где-то такой. Вот этот дефицит мы из европейских грантов, там европейские кредиты на очень маленький процент.
А если будет пророссийская власть, мы все понимаем, что Европейский Союз не будет содержать такое правительство. А там уже даже господин Дадон признался, что если они будут у власти, то несколько месяцев, и он сказал несколько месяцев, я думаю, что там будет вообще больше, что, скорее всего, у правительства не будет деньги на оплачивание пенсии, на оплачивание зарплат. А господин Дадон сказал, что будет к людям попросить деньги, чтобы они дали в долгу государства. Поэтому вот такие сценарии. Я очень оптимистический. Я понимаю, что людей наши понимают важность этих выборов. Вы упомянули в начале упомянули, что, к сожалению, мы сейчас не дискутируем программы предвыборные, такие какие-то там, ну не знаю, что мы будем делать с бизнесом или все такое. Мы, к сожалению, сейчас говорим только про геополитику, говорим про двух миров, которые у нас перед нами сейчас, да, есть вот такой выбор. Один мир — это Европейский Союз и Запад, то, что означает Запад, западная цивилизация. Другая альтернатива — это Россия, это Беларусь, это изоляция, это, я не знаю, может быть, нас даже будут втянуть в войну гибридную там против Украины. Может быть, у нас тоже будут висеть плакаты сейчас ЧВК Вагнера нету, но будут висеть плакаты, ну, чтобы пойти на войну там и все такое. Поэтому я думаю, что люди наши понимают важность этих выборов и будут голосовать правильно. Степан, вот завершая сегодняшнее наше интервью, потому что сейчас достаточно сложная ситуация, потому что последний год были изменения в уголовное законодательство, где ужесточили, ввели понятие электоральной коррупции, в том числе ужесточили наказание за эти преступления. Многие жители страны, и в том числе в Гагаузии, получили штрафы за участие в этих моментах. Но мы сегодня видим все-таки, что так называемая сетка Шора, да, она работает. И давайте только вот вспомним результаты президентских выборов в Гагаузии, да, где Виктория Фортуна там выиграла в Чешмекёе. Выиграла в Чешмекёе не только, но и в основном-то опередила даже Ирину Влах Ирину Влах по Гагаузии. То есть это как бы такая феноменальная, казалось бы, ситуация, но мы понимаем инструменты, и почему так случилось, потому что сработали смс-ки, сработал элемент подкупа голосов. И насколько, вот по вашему мнению, сегодня правоохранительные органы страны смогли задавить или, ну, как минимум, искоренить эти явления, и не получится ли, что мы 28 сентября получим ту же работающую сетку Шора, потому что мы слышим каждый день в прессе, что прикрывают одни каналы, но Шор успешно открывает и использует другие каналы. Да, к сожалению, полиция не смогла вот уничтожить эту сетку Шора, она работает дальше. Я думаю, что она не такая сильна, как была прошлый год, потому что мы не знали, прошлый год мы не знали, насколько она вот широкая, эта сетка. После выборов полиция начинала там обыски, начинала, ну там даже есть не только Евгений Гуцуль дали срок, а там есть вот в прошлой неделе бывший председатель партии Шора в Гладенях, например, дали 7 лет. Еще там другие люди, поменьше, чем Евгений Гуцуль, или в эту иерархию, да, не так, может, давайте не майора, а там капитаны какие-то, да, им дали срок. Поэтому сетка Шора уже не такая сильна, ему и труднее эти деньги возить в Молдову, да, поэтому я думаю, что она будет иметь определенное там влияние, но не так сильно, как прошлый год. И давайте я закончу двумя шутками, да.
Одна шутка про Викторию Фортуну, типа спросили там в Чешмике, а почему вы голосовали за Фортуну? Они сказали, что хороший парень. А другая, это обращение к гагаузам. Думайте очень хорошо. Если Шор придет к власти, то ему не будет уже нужны протестующие. Он не будет уже взять вас на работу. Поэтому думайте хорошо, если вы хотите голосовать за пророссийские силы, и у вас не будет больше работы, не будет кто вам платить. Потому что Шор, если придет к власти, он уже свое получит, и все, вами уже не нужно будет подкупать. Так что очень хорошо думайте об этом. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и были у нас в студии. Напомню, что сегодня мы говорили с экспертом сообщества Watchdog, доктором истории Штефаном Бежан о том, как складывается избирательная кампания в Республике Молдова, что ожидать от парламентских выборов в Гагаузии, как себя будут вести жители Гагаузии, избиратели на предстоящих выборах. Я же в свою очередь призываю вас 28 сентября не поддаваться на вопросы, связанные с подкупом или продажей голосов, а делать свой выбор осознанно, независимо от того, за какую политическую силу вы считаете долгом отдать свой голос, но не поддавайтесь на то, чтобы кто-то оказывал влияние на результаты вашего голосования. И не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях.